123 кандидата в депутаты примут участие в предстоящих парламентских выборах. Всего было выдвинуто 133 кандидата, 118 от инициативных групп и 15 от политических партий. Один из зарегистрированных по 16 округу Дурыпшскому, он по личному заявлению мы регистрацию аннулировали. Как сообщил кандидат, по состоянию здоровья не может участвовать в выборах, в данных выборах. Что касается остальных, это вот Ашуба во 2 округе, Габня в 20-м, Кчач в 11-м, Косян в 14-м, Хурхмал в 27-м, Смыр в 19-м и Мироненко в 18-м, они были выдвинуты инициативными группами, но документы не донесли. Поэтому срок вчера истек, и мы их выдвижение аннулировали. В 3 избирательных округах пройдут безальтернативные выборы, так как там представлено по одному кандидату. Они будут избраны при условии, что на участок придет не менее 25% избирателей, и абсолютное большинство из них проголосует «за». Это Пицунский округ, 10-й, там выдвинулся зарегистрированный кандидат Хутаба, 14-й Цандрыпский округ, это Трапезанян, и также 5-й Синопский округ, это кандидат в депутаты Ашуба. Вот. Самый большой округ на данный момент из зарегистрированных – это 7-й округ города Сухум, там 9 человек. Центр избирком уже получил рекомендации Минздрава Республики и готов к проведению выборов. Мы подготовились к тому, чтобы 12 марта все избирательные участки, их 152 участка в Абхазии, 35 округов, были обеспечены всеми теми необходимыми средствами для того, чтобы защитить и наших членов комиссии, и население Абхазии. Это около 1500 защитных экранов, также около 70 тысяч защитных масок, санитайзеры, индивидуальные халаты для выездных урн. Дмитрий Маршан обратился к зарегистрированным кандидатам с просьбой проводить свою предвыборную кампанию в соответствии с законом, проявляя взаимоуважение. Все кандидаты, они информированы, по каким нормам они должны предвыборную агитацию проводить. И также хотелось бы обратиться к госорганам управления, также муниципальным органам управления, чтобы в агитационных мероприятиях тех или иных кандидатов, чтобы они не принимали участие, так как это запрещено законом. По агитационным мероприятиям в устной форме было пару обращений по тем мероприятиям, по которым не соответствует, допустим, нормам закона. Но эти нарушения касались агитационного характера, но мы не стали их переправлять в прокуратуру или в МВД, так как нам удалось это на уровне Центра избиркома решить, договорившись с кандидатами. В целом Дмитрий Маршан охарактеризовал предвыборный процесс как спокойный. Эсма Гуланзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.